Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И начинаем с истории ТАССР. 11 августа 1928 года пароходом из Нижнего Новгорода в Казань прибыли участники Всероссийского съезда физиков. Его называли плавучим съездом. В нем приняли участие 400 отечественных и зарубежных ученых, 6 из которых позже были удостоены Нобелевской премии. В этот же день, в 1995 году, была учреждена компания «Таиф». Сейчас она объединяет 43 предприятия в сферах нефтегазопереработки, химии, нефтехимии и энергетики, являясь одной из крупнейших промышленно-инвестиционных компаний в стране. Это события прошлого, сейчас о главном на сегодня. Чемпионами становятся. Вы прославляете нашу республику. В Казанском Кремле чествовали чемпионов по водным видам спорта. Почему они настолько популярны в республике, выяснял Рамиль Шайдуллин. Время готовится к новоселью. Здесь есть и школы, и садики, вся инфраструктура для молодых семей. Какие еще возможности готовятся для молодежи Татарстана? Алия Хайрудинова. Жребий брошен. Из активной фазы избирательной кампании переходит уже в молниеносную финишную прямую. Как Фортуна распределила эфирное время между кандидатами, увидела Зарина Ахметова. Штраф 25 тысяч рублей и изъятие моторной лодки. Так, жилетик, будьте добры, покажите, пожалуйста, чтобы вас долго не задерживали. О чем нельзя забывать, отправляясь на водную прогулку, выяснила Юлия Гоголева. За успехи и победы Рустам Минниханов сегодня чествовал чемпионов по водным видам спорта. Ватерпольная команда «Синтез», сегодня празднующая свое 45-летие, победила в Российской суперлиге и с успехом выступила в Европейской лиге чемпионов. А татарстанские прыгуны в воду завоевали 9 медалей, из них 5 золотых на международных соревнованиях. Все они воспитанники татарстанских спортшкол. Кто прославляет нашу республику на мировых аренах, увидел Рамиль Шайдуллин. Брызги, скорости, настоящий командный дух. В Казанской школе Олимпийского резерва по водному поло идут полноценные тренировки. Все спортсмены – подростки, которые уже давно решили, что это их вид спорта. Скорость игры – это довольно красивый вид спорта. Вот недавно ездили, 3-е место заняли. Причем водное поло под силу и слабому полу. Настя Закирова – единственная девушка в этой команде. Пришла сюда, когда увидела выступление отца на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. Я тоже захотела начать играть. После чемпионата мира интерес к водным видам спорта возрос, количество детей увеличилось. И кроме того, что этот спорт развивает физически и сплачивает командно, он же помогает и расти профессионально. Ведь именно из этого бассейна многие уходят и в большой спорт. Хочу искренне поздравить вас с великолепным завершением сезона. Рустам Минниханов чествует гордость республики. Ватерпольную команду «Синтез». Именно сюда стремится попасть талантливая молодежь, чтобы стать лучшими и в профессиональном спорте. Как «Синтез». По итогам года лучшая команда страны. Мы верили в вас, в вашу победу, и вы полностью оправдали наше доверие. Вы прославляете нашу республику. Они становятся лучшими не только на российском, но и мировом уровне. Ватерполисты успешно выступили и в Евролиге чемпионов. Турнир не завершился из-за пандемии. Конечно, хотелось бы, как говорится, на поле выиграть, но что есть, то есть. Решение принято, чемпионство признали. Но наша задача только остается подтвердить это звание. Символично, что сегодня сам клуб отмечает 45-летие и подводит итоги не только этого сезона. На протяжении полувека идти к чемпионским титулам им помогает руководство республики, группа компании «Таиф», в частности, «Казань-Оргсинтез». Они так же, как и вы, были всецело нацелены на победу. Кроме ватерполистов, награды получают и прыгуны в воду. Они завоевали 9 медалей на международных соревнованиях, из них 5 золотых. Мы успели съездить до коронавируса в Канаду на мировую серию, и у меня было успешное выступление. Так, татарстанские спортсмены в водных видах снова сильнейшие в России. На результат работает и наследие универсиады, и чемпионаты. Только бассейнов в Татарстане 237. Руководство республики все делает для того, чтобы спорт у нас здесь развивался. И если бы этой поддержки не было, то у нас бы, наверное, не было бы таких грандов в каждом виде спорта, таких как «Синтез».
Впереди у грандов очередной чемпионат России. Он стартует 11 сентября, а уже в октябре квалификация на Еврокубке. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Реализация молодежной политики – один из главных приоритетов в республике. И программа «Молодая семья» должна решить важнейшую проблему – обеспеченность жильем на льготных условиях. По сути, это социальная ипотека, которая стала доступна всем молодым. О запуске программы президент озвучил всего 2 недели назад, а уже сегодня подают документы 500 семей. Что еще волнует молодежь и какие возможности есть для их самореализации? Алия Харудинова. Вот этот новый район, то есть здесь есть и школы, и садики, вся инфраструктура для молодых семей. Зухра Нуриева рассказывает о своей будущей квартире. 10 лет молодая семья жилье снимала. Все те же 10 лет мечтали попасть в программу социальной ипотеки. Но никто в семье не работал в бюджетной сфере. Все поменялось ровно месяц назад, когда президент Рустам Минниханов объявил о новой программе «Молодая семья». О новой социальной программе для молодых семей мы узнали через соцсети. Я сразу же пошла в МФЦ, взяла список документов. На сбор документов 3 недели. Дальше долгожданный звонок от Госжилфонда. В принципе, те деньги, которые мы отдавали за съем, мы могли уже платить за свою квартиру. И мы бы, наверное, уже расплатились за свою квартиру, если бы была такая возможность еще тогда, лет 10 назад, взять, не работая в бюджете, квартиру. Главное, чтобы доход на каждого члена семьи не был ниже прожиточного минимума, а одному из супругов не было 35 лет. Конечно же, семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий, то есть на каждого члена семьи должно приходиться менее 18 квадратных метров. О новых возможностях для молодых сегодня на брифинге в Доме правительства говорил министр Дамир Фаттахов. Он уверен, эта программа решит жилищные проблемы тысяч молодых татарстанцев. Порядка 6 тысяч молодых семей нуждаются в поддержке, в улучшении жилищных условий. Буквально с момента старта программы, после того, когда мы ее озвучили, более 500 молодых семей уже позвонили и взяли весь перечень документов, которые необходимы для того, чтобы подать заявление. Но не только квадратные метры. Отремонтировано 140 подростковых клубов, построено 10 новых лагерей, 6 молодежных центров. Все в рамках президентских программ. В Татарстане масштабно развивается молодежная инфраструктура. Урам, что в переводе улица. Речь о самом большом в России экстрим-парке. Кстати, его территория составляет без малого 2 гектара и поделена на 8 зон. А открытие планируют уже к концу августа. Сейчас здесь остаются только отделочные работы, а молодежь, увидев преобразование, уже ставит новые задачи. Побольше зеленых зон, чтобы можно было дышать, потому что туристический поток в Казани у нас увеличивается. Чтобы больше возможностей для молодежи, чтобы молодежь не ходила по улицам, просто ничего не делая, а развивалась. Больше спортивных площадок. Так называемых молодежных хотелок много. Узнать их уже 2-й год подряд в тур по республике отправляется автобус. Накануне свои пожелания молодежь озвучила в Бугульме. Чтобы в районах молодежи рассказать об их возможностях. А еще в поддержку молодых гранты. За последние 2 года был выделен 91 миллион рублей. Как они сами говорят, это время молодых и время возможностей. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Татарстан. Предвыборная гонка стартовала. Сегодня Центральная избирательная комиссия республики провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади. В ней приняли участие кандидаты, зарегистрированные по 3 избирательным кампаниям. На выборах президента Татарстана, дополнительных выборов в Госдуму и Госсовет. Общий объем бесплатного эфирного времени составит 600 минут. Агитация СМИ стартует с 15 августа. Как этим временем распорядятся кандидаты, узнала Зарина Ахметова. Это ролики расписаны по датам, по времени. С виду процесс жеребьевки очень напоминает экзамен, только вытягивают кандидаты не билеты, а конверты. Внутри самое важное – время на радио или телевидении, чтобы сказать свое слово избирателям.
Жеребьевка эфирного времени проводится между кандидатами, зарегистрированными по 3 избирательным кампаниям. На выборах президента Татарстана, на дополнительных выборах депутата Госдумы России по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу номер 28 и дополнительных выборах депутата Госсовета Республики по Елабужскому одномандатному избирательному округу номер 37. Из активной фазы избирательной кампании переходит уже в молниеносную финишную прямую, которая стартует с своей агитационной работы в средствах массовой информации. Главное – это безопасные выборы и удобные выборы. Приложится безусловная открытость и легитимность. Всего кандидатам по 3 категориям выборов будет выделено 600 минут эфирного времени. Так, 5 кандидатам в президенты республики бесплатный эфир предоставили 4 организации телерадиовещания, работающие на 13 каналах. Стартовый, можно сказать, такой этап, где можно дойти до каждого избирателя и донести ему смысл, и взгляды, и ценности, принципы своей работы, своей деятельности. Мы, безусловно, используем все эти возможности, чтобы донести программу, идею, позицию, с которой наш кандидат идет на выборы, до наших избирателей. Самая изюминка этих выступлений, я считаю, это дебатов, потому что мы видим человека, который выступает, что он говорит вживую, когда и как он дискутирует, какие аргументы он приводит. Это будет освещение нашей предвыборной риторики и программы в СМИ, во всех СМИ Татарстана, во всех газетах, включая муниципальные газеты. Естественно, это очень важно для нас. Распоряжаться будем по-разному, то есть мы будем смотреть, это будут либо какие-то видеоролики, либо какие-то выступления, еще что-то. Пока что конкретного медиаплана у нас нет. Но, безусловно, мы в любом случае будем использовать все эфирное время, которое нам будет предоставляться. Агитация в СМИ начнется с 15 августа. Увидеть и услышать участников предвыборных кампаний можно будет и в эфире нашего телеканала, и на Булгар Радиосы. Время у нас также традиционное в прайм-тайм 17:50 и на радио Булгарадио в 11:15. Воспользоваться бесплатным эфирным временем кандидаты смогут до Дня тишины 12 сентября. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ Казань. К другим темам. В Татарстане подтверждено еще 2 смерти от ковид. В Челнах скончалась 65-летняя женщина. Коронавирус протекал на фоне онкологической болезни. А в Альметьевске не смогли спасти 50-летнюю женщину. За минувшие сутки в республике выявлено еще 28 новых случаев COVID-19. Все контактные. 5 человек госпитализированы. Большинство заразившихся вновь выявлены в Казани. Это 17 человек. На 2-м месте Альметьевский район. Всего число заболевших коронавирусом в республике за весь период приближается к 6000. У татарстанцев иммунитет к коронавирусу оказался одним из самых высоких в России. Таковы данные пилотного тестирования жителей республики на антитела. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Напомним, в конце июня у татарстанцев методом случайной выборки был организован забор крови. Иммунитет к коронавирусу обнаружен практически у каждого 3-го. Исследования в дальнейшем будут также продолжены. Теперь нам интересно посмотреть, сколько сохраняется иммунитет у переболевших. То есть эта выборка 921 человек. В дальнейшем мы также будем обследовать, изучать и уже смотреть, как угасает иммунитет и в какой срок он сохраняется. А чтобы своевременную помощь могли получить жители самых дальних сел и деревень, в республике возобновили работу мобильные передвижные поликлиники. Сегодня 2 из них отправились в районы Татарстана. Врачи РКБ консультируют в Спасском районе, специалисты 7-й горбольницы в Зеленодольске. К концу недели в рейс отправятся все 4 передвижных пункта. Сейчас врачи также ведут обзвон граждан с приглашением на диспансеризацию. Активизируем эту работу не только силами врачебных участков, но и страховые компании будут звонить жителям, поэтому не нужно удивляться, надо с пониманием отнестись и в режиме сотрудничества договориться о дате, сроках и порядке прохождения диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления вашего полиса.
В эти коронавирусные полгода почти в 2 раза увеличилось число обращений в УФАС. Поступило более 500 заявлений как от жителей, так и от компаний с жалобами на отсутствие товаров в магазинах и аптеках, а также на рост цен на продовольствие и медицинские изделия. В основном это маски, перчатки, лимоны и имбирь. Ведомство вынесло 10 предостережений и возбудило одно дело. Как отмечают антимонопольщики, одна из причин дефицита – закрытие границ. Мониторинг рынка социально значимых продуктов продолжается. В основном причиной повышения цен у нас все-таки явилось банально спекулятивное поведение недобросовестных продавцов, желающих воспользоваться ситуацией и получить прибыль. При проведении проверок у нас согласованных синхронных действий продавцов на территории республики не было установлено, то есть мы не зафиксировали злоупотребление либо доминирующим положением, либо картельный сговор. Как коронавирус повлиял на медиаэффективность чиновников Татарстана? Кто теперь занимает первое место рейтинга и кто вошел в топ-5 самых неэффективных руководителей? Читайте в интернет-газете «Реальное время». 67 человек утонули в Татарстане с начала этого года. Это на 20 человек больше, чем в прошлом году. Их купальный сезон еще не закрыт. Гибнут на воде и взрослые, купаясь в необорудованных для этого местах, часто в алкогольном опьянении. Гибнут дети, утонули уже 8 ребят. Гибнут и опытные рыбаки. Сотрудники ГИМС сегодня вновь проверили безопасность на воде и на суше. Прокатиться с ветерком по Казанке или по Волге, но кто из казанцев об этом не мечтает? С каждым годом гидроциклов и моторных лодок в акватории все больше. По Татарстану их уже 37 тысяч. Растет и число пострадавших. С начала купального сезона в такие рейды инспекторы ГИМС выходят почти каждый день. И вроде бы всем все понятно. На лодку должны быть документы, права. На себе обязательно спасательный жилет. Но только по-прежнему не все эти правила соблюдают. У нас сегодня рейд, мы проверяем документы на право вождения. Будьте добры, приготовьте, пожалуйста. Отсутствие спас-жилета – самое распространенное нарушение. 500 рублей штрафа, видимо, не так много. С начала года инспекторы ГИМС поймали уже 300 безжилетников. Заядлый рыбак Эльдар Шамилов, впрочем, не из их числа. Жилеты есть, вот удобно, жилет прям, вот здесь спины. Другое дело – просроченный техосмотр, отсутствие прав и документов на моторку, управление судном в пьяном виде. Сейчас за это придется выложить от 5 до 30 тысяч рублей. Без жилетов нет никого, не видел ни разу, а выпившие бывают. Ну, конечно, и штрафы большие. Это сопутствует тому, что поменьше, наверное, браконьеров. Никому не охота штраф платить большой. Еще одна головная боль инспекторов – купание в несанкционированных местах. Сегодня их только предупреждали о последствиях. Если в рейд выйдут представители администрации, обязательно оштрафуют сразу на 1500 рублей. Вы знаете то, что здесь в данном месте купаться запрещено? Нет. А где объявление? Объявление в знаке аншлаги. А вы знаете, что сейчас лето, и мы имеем право плавать? Только за эти выходные в Татарстане утонули 5 человек. С начала года 67. От коронавируса умерло меньше. Последний случай в Зеленодольске. Здесь подросток ушел под воду прямо в центре города, на озере. Спасти не удалось. С начала года мы потеряли уже 8 детей. Любой водный объект, будь то бассейн на садовом участке, будь то пруд, выкопанный на участке, река, водоем, озеро, оно является источником трагедии. Ныряет, пропадает из вида, все. В течение минуты наступает смерть. Тонут по нескольким причинам. Купаются в нетрезвом виде. Там, где нельзя, дети остаются без присмотра. Так, на Лебяжьем потеряли малышку. Специалисты предупреждают, лето еще не кончилось. И надеются, список погибших не пополнится. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ «Казань». Перешагнули экватор. Уборочная страда в Татарстане в самой активной фазе. И чтобы поддержать боевой дух, в Нижнекамском районе сегодня стартовал конкурс среди комбайнеров. Уже есть победитель первого этапа. На сегодня в Нижнекамском районе убрали почти половину площадей зерновых. Ежедневно на поля выходят 52 комбайна. Как чествовали победителя, увидела Юлия Гоголева. На полях в самом сердце жатвы Владимир Копанев с детства. На уборку поначалу ходил с отцом. Теперь справляется с махиной сам. Говорит, приз 4000 рублей – хороший бонус к зарплате. А когда это делают так торжественно, приятно вдвойне. У каждого фортуна поворачивается по-разному. Сегодня я иду, завтра, может быть, и соперника пойти. За 10 дней Владимир Копанев намолол более 1800 тонн зерна. И темп убавлять не собирается. Мечтает о республиканском трофее, которым традиционно награждают по итогам жатвы. Как обычно, уже 3 места. Второе место занял у нас с агрофирмы Тубанкама комбайнер.
И третье место также Сорсисагра. Переходящий кубок комбайнерам будут вручать до окончания уборочной кампании. Каждую неделю прямо здесь, на рабочем месте, в поле, будут выбирать лучшего и вручать денежное поощрение. Ну а сразу после торжественной пятиминутки в бой. Пока погода не подвела, нужно успеть намолоть очередной рекорд. К слову, уже в Татарстане убрали с полей более 2,5 миллионов тонн зерна. Юлия Гоголева, Алия Газалиева, Булат Абдульманов, ТНВ, Нижнекамский район. Побывал в России, теперь шагает по родной земле. Флаг столетия ТССР сегодня прибыл в Изнакаевский район. Ретро-автомобиль с символом юбилея проехал по городским улицам в сопровождении колонны велосипедистов. На центральной площади, где собрались сотни горожан, на полотнище прикрепили нашивку с гербом района. На церемонии особых почестей сегодня удостоились ознакаевцы, внесшие весомый вклад в развитие республики и района. Алтын Каляму четверть века. Юбилейный 25-й фестиваль детской и молодежной прессы «Алтын Калям. Золотое перо» стартовал сегодня в Казани. Он собрал 120 юных медиатворцов из 35 районов Татарстана. Какие номинации добавили, а что осталось неизменным? Каким пером сегодня пишут блогеры? Трансформацию «Алтын Каляма» проследила Вероника Гайнудинова. Юные, талантливые, целеустремленные и влюбленные в журналистику. Таких ребят вот уже 25 лет вместе собирает «Алтын Калям». Фестиваль за четверть века дал дорогу в профессиональную журналистику 2000 ребят. Первая газета у нас 97 год, видите, 8 июля. Черно-белая печать на альбомном листе и без разворотов. Первые выпуски газет фестиваля бережно хранит самый первый обладатель гран-при «Алтын Калям» в направлении «Татарская печать». Сегодня Расима Галиева, журналист газеты «Шахри Казан», преподаватель журфака КФУ и наставник на фестивале. После этого, как 19 лет, я в журналистике работаю. Ни разу не жалела, что я работаю. Помню даже 96-й, потому что у меня туда ездили друзья. То есть тогда это был такой студийный формат. Фестиваль, в котором я участвовал как участник, вот второй, он был единственный такой всероссийского масштаба. До 2010 года «Золотое перо» проводили на теплоходе «Борис Полевой». Юные журналисты неделю путешествовали по городам в поисках тем для своих репортажей. Первые фестивали были чуть далеки от журналистики, но в каждом фестивале вот эта составляющая обучения навыкам журналистики, она усиливалась. За 25 лет фестиваль, конечно, вырос, говорят организаторы. И оснащение техникой лучше, больше возможностей, а юные медиатворцы уже подготовленные журналисты. Так вот быстро-быстро все меняется, и у вас время именно таких людей-выдумщиков, фантазеров, людей любознательных, которые могут придумать новые проекты и быстро меняться. Я поэтому искренне вам желаю освоивать, именно становиться профессионалами. Бытакам, дивикам эти слова, конечно, уже не знакомы нынешним участникам фестиваля. Они, конечно, продолжают снимать свои репортажи на профессиональную камеру, но в помощь теперь идут и смартфоны. На них же снимают, на них же монтируют. В юбилейном 25-м фестивале участников 120. В этом году направлений конкурса больше – 8. Кто-то не умеет монтировать, и этому его тут учат. Кто-то не умеет брать интервью, и он здесь научится. Для меня это такой ключ к саморазвитию, самопознанию. Это такая площадка, где ты можешь воплотить все свои идеи в жизнь. То, что этот фестиваль развивается в течение 25 лет, говорит о его востребованности среди молодежи, среди юного поколения, о его востребованности среди наших средств массовой информации. Лучшие традиционно получают гран-при и смогут бесплатно поступить в высшую школу журналистики. Эта традиция неизменна вот уже четверть века. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. А эти молодые дарования мечтают стать не журналистами, а экскурсоводами. А еще хотят написать книгу о Татарстане, рассказывать о столице туристам и знать все. В Кремлевской школе юного экскурсовода «Ватан» начались занятия для школьников. Меньше чем через месяц ребята будут рассказывать об архитектурных памятниках Казанского Кремля. Салават Мухаммадуллин познакомился с экскурсоводами до 16 и старше. Рисунок тюльпана можно видеть во всех растительных орнаментах. О мечети, Спасской башне и Пушечном дворе. Каждый уголок и каждую деталь они изучают вдоль и поперек. Так дети готовятся стать экскурсоводами. Сейчас мы находимся на территории Пушечного двора. Здесь производили пушки во время взятия Казани
и вплоть до 19 века. Кремль – это крепость. Раньше стены были 1800 метров. Сейчас сохранилось 8 башен, а раньше было 13. Сейчас мы находимся рядом с башней Сюмбике, угол которой составляет около 2 метров. Им всего от 9 до 17 лет, а они уже могут провести мини-экскурсию. И это занятие только на первом этапе. Проект «Кремлевская школа юного экскурсовода Ватан». Так детей учат рассказывать жителям и гостям столицы о Казанском Кремле. Мы больше переживаем, наверное, чем дети, потому что уже ожидание того, как мы будем их прослушивать, кто будет больше переживать, я со 100% гарантией могу сказать, что переживать больше будем мы. Потому что дети очень свободные, дети очень подвижные. Экзамен пройдет в формате экскурсии для действующих экскурсоводов. Но перед этим занятия в классе. Как появился Кремль? Почему белые стены? Откуда башня Сюмбике? Ответы на вопросы на теории уже после практика. Книгу я хочу написать о истории Татарстана в подробностях, как это все происходило, кто какие здания сделал. Я хочу другим объяснить, что наша страна самая красивая, и сам чуть-чуть узнать о новом. По сути, это пилотный проект. Он будет идти до конца августа. По итогу у детей будут навыки проведения экскурсий для настоящих туристов. Благо, их в Казанском Кремле более чем достаточно. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ. Казань. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте! В студии София Егорова. О погоде после полезной информации. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Даниил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Даниил Мастер ценит каждого клиента. Покупай выгодно в аптеках Икона, аптеках от склада и бережных аптеках. Нурофен Экспресс 219 рублей, Тантум Верде 259 рублей, Троксивазин 349 рублей. Покупай выгодно в аптеках Икона, аптеках от склада и бережных аптеках. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 31 августа в аптеках Икона, аптеках от склада, бережных аптеках проходит акция «Покупай выгодно». Берегите себя. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево будет облачно, но без осадков. Днем плюс 21-22 градуса. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге без осадков, плюс 22 градуса днем. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши сухо, но облачно, умеренно тепло, плюс 20-21. В Арске, Кукмаре и Балтаси осадки не прогнозируются, днем также плюс 21. В Болгаре, Дрожжином и Буинске будет пасмурно и дождливо, плюс 19. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше небо затянет облаками, возможны небольшие осадки. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт продолжает набор на 2020-2021 учебный год по следующим направлениям подготовки: журналистика, лингвистика, теология. Документы принимаются до 14 августа. Телефон в Казани 251 01 55. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в Доктор Рост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани будет пасмурно и дождливо. Ночью около 13 тепла. Днем плюс 19. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Магнитное поле Земли спокойное. Большой выбор садовых цветов в ДК «Химиков» с 11 по 12 августа 2020 года с 10 до 18 часов.